Продолжающийся геноцид тюрок-мусульман в Восточном Туркестане ранее не поднимался на обсуждение нового колониального саммита Китая, в котором приняли участие Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Председатель КНР Си Цзиньпинь принял лидеров стран Центральной Азии, присутствовавших на первом саммите Китай-Центральная Азия, который состоялся в Сиане в четверг и пятницу. Саммит организован в связи со стремлением Пекина расширить влияние в регионе посредством торговли, инвестиций и дипломатического взаимодействия. Однако правозащитные группы заявляют, что приглашенные лидеры закрывали глаза на притеснение казахов, кыргызов, узбеков и таджиков, а также уйгуров, живущих в оккупированном Китаем Восточном Туркестане, несмотря на то, что они разделяют схожие религиозные и культурные ценности. Государственный департамент США призвал к немедленному освобождению Гюльшан Аббас, которая в настоящее время содержится в китайской тюрьме. Госдеп сообщил в Твиттере: Гюльшан Аббас была признана виновной и приговорена к 20 годам тюремного заключения на основании недостоверных доказательств в Китае. Мы призываем Китайскую Народную Республику освободить Гюльшан Аббас по гуманитарным соображениям, чтобы она могла воссоединиться со всей своей семьей. Доктор Гюльшан Аббас, сестра Рушена Аббаса, лидера организации уйгурского движения в США, была арестована в 2018 году и приговорена к 20 годам тюремного заключения. По сообщениям казахских СМИ, Ринат Аутов из Казахстана завоевал золотую медаль на 6-м всемирном юношеском конкурсе Кудо, который проходил в Токио, Япония. Лидеры G7, в которые входят 7 самых богатых стран мира, встретились в Хиросиме, Япония. На саммите, где главной повесткой дня были Китай и Россия, объявлено о новых санкциях. Вчера, в первый день трехдневного саммита, лидеры стран G7 Германии, США, Англии, Италии, Франции, Японии, Канады и Евросоюза договорились о новых санкциях в отношении России, технологий, промышленного оборудования и различных услуг. Хотя Россия находится в центре внимания, поиск общей политики в отношении Китая также стоит на повестке дня. В совместном заявлении лидеры G7 призвали к миру без ядерного оружия и попросили Россию, Иран, Китай и Северную Корею снизить ядерную напряженность. Япония и Великобритания достигли исторического соглашения об укреплении оборонного, торгового и технологического сотрудничества. При этом отношения между двумя странами еще больше укрепились и поднялись на уровень глобального стратегического партнерства. Так, премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Великобритания готова инвестировать 1 миллиард фунтов стерлингов в полупроводниковую промышленность. В ходе встречи с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, прибывшим в Китай в преддверии саммита Китай-Центральная Азия, председатель КНР Си Цзиньпинь высоко оценил важную роль, которую играет Институт Конфуция Таджикского национального университета и Институт Конфуция Таджикистана. Таджикский металлургический институт выступил с совместным заявлением о преподавании китайского языка и культуры и взаимной выгоде в различных областях.